Но проблема в другом, вот то, что я говорила. Даже если провести эту параллель, вы понимаете, что происходило тогда, когда... Я просто смотрела как человек, который когда-то была в руководстве комиссии по правам человека. Значит, когда ребят Амеберг и Григорчук, правильно говорю? Да. Когда они были арестованы, опять же говорю, без никаких преодоления каких-то доказательств их какой-то вины или причастности к чему-то. Значит, их и у прокуроров нет. И прокуроров, вот они были закрыты. То есть нам говорили тогда, что они способствовали некому какой-то организации свержения власти и так далее. То есть все службы у нас сработали, и вот, значит, они являются какой-то общественной опасностью, представляют. Сейчас вот я просто говорю как человек, который когда-то все-таки, вот у нас тут несколько человек, которые были депутатами парламента, все-таки мы представляли этот народ, мы как-то представляли какие-то политические партии, это государство в конце концов. Что делать любое, вот я задаю себе вопрос, если бы я была бы руководителем этой страны. В моей стране, еще раз повторяю, на площади идут призывы о свержении этого, то есть о уничтожении этого государства. Понятно, что СИС, вот как говорит господин Астарян, где-то его словил, там арестовал, выслал из страны. Говорил. Нет, ну вы скажете, что возле какой-то школы. МВД его там взял? Ну да, МВД где-то его взял. Значит, выслали его с этой страны. Но тогда почему мы сейчас за этот день, вот я сколько наблюдала, я не видела, что кто-то был хотя бы амендат, кто-то был хотя бы оштрафован. Оштрафован на том, что вот произошло у нас в Волбице. Все-таки эта статья... Административные штрафы наложили они. Наложили все-таки, да? Я тогда прошу прощения власти. Но во всяком случае, никто не поднял этот вопрос. Это уже вызывает знаки вопроса. Что наша власть, которая, в принципе, ничего в этом плане не делала и продолжает ничего не делать, и я понимаю прекрасно, и все это прекрасно понимают, и то, что произошло, где-то можно говорить даже в контексте Украины. Тогда, когда власть не знает, что делать, тогда, когда власть уже перешла вот этот Рубикон, и кроме того, чтобы просто разворовывать эту страну, то тогда любые скандалы, любые протесты, которые можно перевернуть в одну сторону, в другую сторону, это только ей на руку.